Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск пройдет в формате интервью. Наш сегодняшний гость – директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова. Передачу веду я, Болот Колбаев. Здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня будем беседовать с вами о важности и о процедурах принятия Конституции, новой Конституции Кыргызстана. Вот буквально в среду был запущен процесс обсуждения Конституции в Джоорку Кеңеше, но мне, как журналисту и даже некоторым парламентариям, было не совсем понятно, как все это должно происходить и почему это важно. Потому что заседание Джоорку Кеңеше в среду, мы не поняли даже, в каком оно формате было. Да? Это было заседание Джоорку Кеңеше, заседание комитета или парламентские слушания. Да? И, к сожалению, мы не можем до сих пор получить на этот вопрос ответа. Вы недавно опубликовали анализ юридический о процедурах. Вот расскажите, пожалуйста, почему важно соблюдать все процедуры при принятии основного закона страны? Вы знаете, вы задали очень хороший и правильный вопрос, потому что на самом деле обычные граждане, обыватели, они обращают внимание на нормы закона. И они не обращают внимания на процессуальные нормы и на процедуры. Процедуры и процессуальные нормы – это инструмент дополнительной защиты для того, чтобы та или иная норма, прописанная в законе, да, чтобы она соблюдалась. Понимаете? Поэтому, на простом примере для обывателя пример. Грубо говоря, есть, например, человек привлекается по статье убийства. Или неважно по какой статье, там, изнасилование, убийство и так далее. Да? И для этой нормы она прописано в Уголовном кодексе со всеми последствиями, да, совершенного деяния в виде назначения наказания и годы. Но дополнительно к этому в УПК прописывается, каким образом эта процедура должна доказываться. В частности, например, недопустимость пыток. Да? И говорится, что признательные показания, да, которые были достигнуты с применением пыток, они судом не могут приниматься во внимание в качестве доказательства. То есть процессуальная норма защищает вас от того, чтобы вы сами на себя не наговаривали под пытками. Да? И так много норм, которые прописаны, иначе был бы просто уголовный кодекс. Уголовно-процессуального кодекса не должно было быть. То же самое по процедурам. Принятие законов – это дополнительные процедуры надо соблюдать для того, чтобы не было злоупотреблений при принятии законов. Потому что будет, грубо говоря, влиятельное лобби, и они будут протаскивать законы без соблюдения процедур, и тогда, а ведь любой закон, он направлен на регулирование правоотношений и на защиту наших с вами прав. Поэтому законы, принятие законов, процедура должна быть очень и очень, как вам сказать, она должна обязательно соблюдаться, чтобы потом это не привело, что в результате недобросовестных лоббистов или недобросовестных парламентариев, да, наши с вами права бесконечно нарушались, потому что приняли, предположим, антинародный закон какой-нибудь. А что такое Конституция? Конституция, принятие Конституции, изменения, повлечет за собой внесение изменений во все нормативные документы, потому что они должны соответствовать Конституции. Поэтому представьте себе, насколько в 10 раз, как вам сказать, процедуры принятия Конституции, да, они должны быть, во-первых, они прописываются очень тщательно, да? И второе, они должны соблюдаться вообще неукоснительно, потому что Конституция затрагивает права каждого гражданина. Вот. Поэтому здесь недопустимы нарушения. Вот. И поэтому это степень дополнительной защиты и дополнительной стабильности всего законодательства в целом и основного закона.
Понимаете? Вот, и они прописываются как в самой Конституции, так в законе о нормативно-правовых актах, так и в регламенте Джорджа. Но это, если выражаться техническим языком, это предохранитель. Это предохранитель. Чтобы не было какого-то Правильно. замыкания, нарушения прав, да, грубо говоря, Абсолютно злоупотребления. Да. Что происходит сейчас? Как должна была приниматься Конституция? Какие должны быть процедуры? Ну, референдум по изменению Конституции в соответствии с законодательством, они должны приниматься в форме закона, которые должны инициировать 2/3 депутатов. То есть это 80 депутатов, они должны были инициировать закон, да, и вносить его в Джорку Кенеш. Вот. И затем это вывешивается на сайте Джорку Кенеша для общественных обсуждений. Да? Потом собирается это все, готовится справка обоснования, в котором говорится, вот такие-то замечания, столько-то было внесено, по таким-то замечаниям было принято, вот мы согласовали, инициаторы, и мы согласны с этим, по таким-то мы не согласны, поэтому, этому и этому. Да? Это вносится, потом это регистрируется в общем отделе, на имя спикера пишется, спикер отдает на регистрацию и расписывает по комитетам. Вот это обычная стандартная процедура. И потом начинается уже обработка этого документа в комитетах, в профильном комитете. Они собираются, обсуждают. Всего по Конституции должно быть 3 обсуждения обязательно. Прописываются даже сроки. Эти сроки должны быть, перерывы между заседаниями должно быть не менее 10 дней и не более 30 дней. Понимаете? Вот это все прописывается в законодательстве. Вот. Что произошло с этим вариантом Конституции? Если вы помните, в ноябре они вывесили, да? Потом сформировали указом исполняющего обязанности конституционного совещания, да? В принципе, хорошо, депутаты вправе это сделать, но в конституционном совещании они там собирались, обсуждали, да, вносили поправки, причем поправки, блок поправок был настолько значительный, да, что фактически вот на момент, когда конституционное совещание завершило свою работу 2 февраля, это практически был абсолютно новый документ. Он сильно разнится от... И слава богу, что он сильно разнится от первоначального варианта, который мы критиковали, да? Вот. И они, ну а сейчас нам непонятно. Они вывесили на сайт. Вывешивание на сайт это означает процедура нового общественного обсуждения. По логике вещей, конституционное совещание не является тем органом, который они не обладают правом законодательной инициативы. По логике вещей этот документ, конституционное совещание, должны были на имя вот этих инициаторов, 80 депутатов, я уж не знаю по фамилии, кто из них инициировал, и группа депутатов должна была под этим новым вариантом Конституции, они должны были опять подписаться, выносить опять на общественное обсуждение, потому что он фактически это новая Конституция была. Опять месячное обсуждение на общественном обсуждении должно было быть. И потом то же самое, регистрация, и профильный комитет начинает работать. Потом вносят в Джорку Кенеш, да. Обсуждение в первом чтении, перерыв, второе чтение, третье чтение. И понимаете, это должно, кроме всего прочего, это стандартная прописанная процедура. И то, что они пошли по непонятно какому пути, вот вчерашнее заседание Джорку Кенеша, оно было знаковое. Потому что даже сами инициаторы, я так поняла, даже сами инициаторы, они не были знакомы с новым текстом, который Конституционное совещание внесло. Потому что они даже вчера говорили, я вносил, я говорил, а оно не учтено. Понимаете, он говорит, я и сейчас вношу, и буду настаивать на этом. Значит, он не готов подписаться под этим новым вариантом. Поэтому они должны были собрать опять 80 голосов. Вот в чем дело. И они даже формат, они же вчера с недоумением спрашивали, мы вообще зачем сегодня собрались? Сами инициаторы, они говорят, мы зачем сегодня собрались? Понимаете? Поэтому и
И сами организаторы вот этого вчерашнего мероприятия, я не знаю, что это вчера было. Это общественное обсуждение было, что это было. И сами инициаторы, они даже не могли ответить. Там же прямо некоторые депутаты спрашивали, а и мне вот вместо Турага у нас кто проводит сейчас? Кто сидит, а конституционное совещание? Говорит, а вы же конституционное совещание завершили свою работу, вы в качестве кого здесь сидите? Все это работа пошла работа парламентариев уже. Понимаете? Поэтому непонятен был формат вчера. А могут ли депутаты на этом этапе вносить изменения? На этом этапе так проблема заключается в том, что там же во время вчерашнего обсуждения многие депутаты и спрашивали, мы можем вносить? И я вчера для себя поняла, фактически на момент 17 февраля еще в парламент не поступило. Регистрация не произошла. Поэтому на этом этапе они могут вносить изменения. А раз регистрации еще не было, да, и вот после того, как регистрация официальная произошла, номер присвоен, Турага расписал уже профильный комитет, там это Керезбековский, очевидно, будет комитет, да, после этого они уже не могут вносить. Ни одна буква не может быть, вноситься изменения. Раз вчера они сказали, что да, вы можете, следовательно, она еще не зарегистрирована, она не направлена в профильный комитет, и значит, в нее вноситься изменения могут. Но значит, мы еще находимся на этапе общественного обсуждения. Понимаете? Вот поэтому очень важно, я рада, потому что многие парламентарии, они вчера фактически стояли на защите регламента и Конституции. Они хотят, потому что они понимают меру своей ответственности. Мы вот представьте себе, вот в позапрошлом году, если помните, во времена Алмаз Шершеновича Атамбаева они инициировали и приняли скопом, да, уголовно-процессуальный кодекс. И там сейчас выявляются ошибки. Потому что скопом вот так принимал. А что такое уголовный кодекс, это только малая толика, это часть Конституции. Конституция затрагивает каждый закон будет. Понимаете? То есть нарушение вот этих процедур приведет вообще к хаосу. К хаосу приведет. При этом, понимаете, после того, как они получат, 80 депутатов должны по новой собрать с них подписи. Да? И я так поняла, что многие из инициаторов уже не подпишутся под этим новым проектом Конституции, который Конституционное совещание внесли, они уже не подпишутся, потому что они вчера уже говорили, да, я инициатор, но я не согласен. И почему вы мою... И я вносил в Конституционное совещание свои замечания, вы их не учли. То есть процедура не была соблюдена. И, следовательно, им надо по новой 80 собрать от 80 депутатов, опять по новой это. Опять они должны на общественное обсуждение вынести, месяц он должен висеть, опять. Потому что это пойдет уже парламентская процедура. Конституционное совещание, он не является уполномоченным органом по инициированию и по внесению изменений в Конституцию. Это рабочий орган при парламенте. Все. Ну, судя по тому, что там кто подписывал, да, они вправе создавать конституционное совещание, как любую рабочую группу. Вот вы упоминаете об инициаторах, о 80 депутатах, это 2/3, но 17 ноября был вывешен первый проект, хотя там было 80 подписей или 81 подпись, несколько депутатов отозвали свои подписи. Это что означает? Это означает, что документ был внесен с нарушением процедур, под давлением, и фактически он не был, не была проработана качественно, как вам сказать, процедура внесения. Поэтому я всегда говорю, когда вы работаете с законом, да, надо тщательно, надо научиться вообще тщательно соблюдать законодательство, в том числе процедуру внесения изменений и так далее. Но кроме того, что они потом, вот они сейчас, потом, когда уже, это же еще только часть процедуры, после общественных обсуждений комитет, он должен получить еще
Он должен получить еще, значит, заключение правительства по бюджету, да, насколько они могут это, да, и должно быть представлены все экспертизы, в том числе заключение специализированных видов экспертиз и так далее, да, и плюс заключение Конституционной палаты на предмет конституционности и соблюдение всех процедур. То есть это очень долгий процесс, да? Потому что Конституция столь важный документ. Многие из-за того, что у нас Конституция не работает, да, многие положения ее, да, не обращают внимания на процедуры. Но вы помните, в 2016 году, если вы помните, когда принималась действующая Конституция, там тоже были нарушения. Но тем не менее, не было того же заключения Конституционной палаты. Но тем не менее, тогда, когда общественность подняла и сделала экспертизу, сказали, вы обязаны то, и я в числе их. Мы первые дали и сказали то же самое. Где заключение Конституционной палаты? Они вынуждены были назад процедуру по новой назначить и уже с заключением Конституционной палаты это делать. Поэтому хотим мы же... Конституция, это не случайно называется документом, который либо стабилизирует ситуацию, либо это механизм для дестабилизации. Поэтому это очень важный документ. Поэтому это документ общественного согласия. Поэтому все процедуры должны быть соблюдены. А вы обращались к инициаторам, может быть, или к президенту со своими рекомендациями? Мы за это время провели немыслимое количество экспертиз, но я остановлюсь на 4. 2 из них были сделаны по процедурам принятия Конституции. Это еще вот как только в ноябре вот это высветилось, мы в ноябре первый раз дали заключение по процедурам, мы сказали, извольте соблюдать процедуру. И одну мы сделали по первому варианту Конституции. Мы сделали по первому проекту Конституции, да. И вот сейчас мы сделали то же самое, мы сделали опять анализ, позиция правовой клиники Адилет по процедурам принятия, но обновленной редакции Конституции, да, и мы сделали анализ уже обновленной версии Конституции, понимаете? Поэтому мы настаиваем, так как мы знакомы с обоими вариантами Конституции, мы говорим, что фактически версия, которая была внесена в Джорг-Книж 9 числа, да, вывешена на сайте 9 числа, на сайте Джорг-Книж, это абсолютно новая версия. Она сильно отличается от версии, которая была вывешена в ноябре. Это фактически новая Конституция, понимаете? Там вот сейчас вот эти многие, ну, например, там Бурбашев или Ахлбек Джапаров, да, там, они говорят, так как это новая редакция, и вчера, видите, акцент был сделан, это новая Конституция, это новая Конституция. И проблема Конституции действующей в том, что там не было нормы относительно того, что не прописана процедура принятия новой Конституции. Но они должны понять, что фактически принципы, что такое, я же сказала, что это очень важный документ, поэтому внесение изменений в Конституцию, да, они должны быть взвешены, и нельзя скопом все менять. Принципы у конституционного устройства государства, любого правового государства и демократического, они остаются незыблемыми. Принцип разделения ветвей власти, принцип верховенства права, принцип независимости судебной системы, да, принципы народовластия, скажем так, да, принципы права на управление, участие в управлении государством, да, они остаются в любой конституции. А это принципы, это основополагающие вещи. И всегда в любой стране Конституцию, уважая Конституцию, потому что стабильность Конституции – это стабильность законодательства и стабильность государства. Хотим мы до бесконечности. Вот это игры в изменении Конституции влечет за собой каждый раз неправовые способы смены государственной власти. Мы должны это понимать. Поэтому, когда говорят вот это новая Конституция или внесение, это игры в слова. Первое, мы должны научиться точечно и профессионально вносить изменения в Конституцию. Я не говорю, что Конституция должна оставаться незыблемой, но оно должно быть продумано тщательно, оно должно быть точечным, потому что одна строка или появление новой статьи
да, в Конституции, влечет за собой изменение целого пласта документов нормативных, всех законов в этой области. Мы должны же это понимать. Мы сколько можно уже бесконечно играть? Уже уят полдук. Ни одна страна, мы скоро в книгу рекордов Гиннесса войдем за такой короткий срок. Сколько можно играть вот эти вещи? Поэтому на самом деле вот эти нормы о том, что это, они направлены на стабильность и на защиту принципов государственного устройства. А если отойти немного от темы и говорить о проекте Конституции, который уже начал обсуждаться, который разработало Конституционное совещание, к чему он может привести? Все-таки он стабилизирует ситуацию или воцарится хаос? Скажите мне, противоречивость любого документа может стабилизировать ситуацию? Потому что в одних главах этой Конституции говорится, например, говорится о том, что о независимости судебной системы, да? Или принцип разделения ветвей власти, да? И так далее. Да? А в других главах, да, мы прописываем, что фактически, например, система назначений выборов судей, да, руководителей судебных органов, да, полностью зависит от органов исполнительной власти или законодательной ветви власти. То есть мы вот этот принцип, провозглашенный в одной главе, да, мы потом его разрушаем в других главах. Поэтому это противоречивость. Противоречивый документ к стабильности не может привести. Это все равно, что иди туда, не знаю куда, делай то, не знаю что. Ошиной волод поют. Вот Алмаз Шаршенович, сколько мы говорили при Атамбаеве, сколько я, например, да, говорила, вот когда я выступала против Конституции 2016 года, я все время говорила, что вы делаете с судебной системой? Пропишите нормально. В результате вот сейчас он, сидя за стенок, он без конца говорит о том, что у нас судебная система зависимая. Но ты же ее создал. Ты же принципы, да, судебной системы, ты в 2016 году, ты меня гнобил и протащил. А сейчас как-то учитываются ваши замечания, ваш анализ, потому что вы один из известнейших юристов страны, которые постоянно реагируют на какие-то изменения, дают свои рекомендации, анализируют ситуацию. Я еще раз говорю, я не являюсь конституционалистом, я вообще, я всегда представляюсь и прошу, чтобы меня представляли как менеджера. Я директор сильной юридической организации, сильным аналитическим потенциалом. На сегодняшний день вот те анализы, которые мы сделали, а мы по Конституции, я говорю, уже 4 анализа опубликовали, это самые полные, и самые объемные анализы, что по процедурам, что по самому контексту Конституции. Понимаете, я не могу взять на себя ответственность и сказать, вы знаете, вот у нас мы являемся там законодательными моды или что-то такое. Я не социологический институт, я не могу отследить степень влияния на процесс принятия решений. Да? Мы отрабатываем свою часть. Мы, как профессиональная организация, мы сделали экспертизу. Это наша позиция. Может быть, кто-то с этой нашей позицией не согласен. Но мы дали возможность как для общественности разобраться, да, в самых таких проблемных зонах, которые вот новая Конституция сейчас хочет поменять, к чему это может привести. Понимаете? И мы даем, мы принимаем участие, мы создаем площадку для обсуждений. Но и судя по тому, что мы самые первые дали анализ на первый вариант и на второй, и по выступлениям мы видим, что да, многие читают наши анализы, многие пользуются. Мы не претендуем на то, чтобы стать истиной в последней инстанции, мы не претендуем на то, чтобы, хотя было бы, конечно, хорошо, многие цитируют, да, но ссылки не дают, что это из нашего анализа. Ради бога, мы на это и не претендуем. Важно, чтобы эти документы использовались. И мы при этом пытаемся еще сохранить, мы хотим привить культуру обсуждения.
Потому что мне очень не нравится, что сейчас мы все поддаемся эмоциональным выпадам, да, мы эпитеты самые отвратительные прием для тех же депутатов, да, и чемкириками их обзываем, и как только угодно. Но на самом деле же, какие бы они ни были, мы их выбирали, и, следовательно, обзывая их чемкириками, мы плюем против ветра, потому что мы сами сформировали такой корпус, это первое, и надо нести ответственность за свой выбор. И второе, какими бы они ни были, в конечном итоге это лица, которые принимают решения. И сидеть где-то и, например, просто обзывать людей, да, которые находятся под сильнейшим влиянием и давлением, потому что они участвуют в процессе принятия решений по этим документам, да, я считаю, что это не совсем честно. Под давлением находятся они, а не мы с вами. И это надо понимать, и поэтому по возможности, да, им надо помогать, и тогда, когда их надо критиковать, если они не правы. Но критика должна быть предметной, и она должна быть, мы не должны скатываться до уровня обсуждений персональных качеств. Понимаете, или там нелицеприятных эпитетов. Надо, раз мы хотим от них получить политическую, культурную элиту, да, мы сами должны как бы придерживаться элементарных правил. Я еще бы хотела сразу сказать, потому что многие, вполне возможно, что многие как бы, это же очень поверхностное, в ходе передачи мы не можем передать все нюансы, да, но те люди, которые юристы, да, там, конституционалисты, преподаватели, студенты, общественные деятели, которые хотят разобраться, вот в это, у вас есть возможность, вот у нас есть сайт Общественного фонда «Правовая клиника Адилет». Если вы зайдете на этот сайт, адрес этого сайта www.adilet.kg. Вот там все наши анализы, как по процедурам принятия Конституции, так и по самому содержанию, да, по статейный анализ этой Конституции, вы оба варианта, да, вы можете там найти для тех, кто интересуется, раз уж мы упомянули наш сайт. Ну, кроме этого, мы, конечно, и в средствах массовой информации передавали. Но если хотите с ручкой поработать и узнать, но я считаю, что все граждане должны знать Конституцию. Это основной документ. Хорошо. Спасибо вам за интересное и содержательное интервью посетителям нашего сайта, а также нашим радиослушателям. Я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск прошел в формате интервью. Сегодня мы с руководителем, с главой правовой клиники Адилет Чолпон Джакуповой беседовали о важности соблюдения процедур принятия Конституции и других законов. Спасибо вам за интервью.